В речи есть такие обороты, которые называются ответными фразорепликами. Это устойчивые выражения, служащие ответом на определенные вопросы. Обычно они рифмуются с вопросом. Например, Где шейх? Где? В Караганде. Кто-кто? Конь в пальто. Вот и Исхак-хан в своей «Мулла» песне использует ответную фразореплику. Если ты что-то не расслышал и переспросил, используя слово или «нерсе», а собеседник не хочет повторяться, он может ответить «кебсте», то есть «капуста». И ты понимаешь, что над тобой либо подшучивают, либо немного сердятся. Основное назначение подобных выражений – отшутиться, отклонить вопрос или спровоцировать легкий конфликт. Чаще всего такие выражения используют дети. Например, «эу», «аузыңдеу», или специально просят собеседника что-то сказать. В детстве у нас, например, говорили «скажи леген, тазик». Ты говоришь «леген», а тебе в ответ «энинбебей леген», твоя мама родила. Ну, сами понимаете, в детском возрасте такие шутки вызывают смех. В сообществе татар-едкарлары есть целый блок таких выражений. Их называют тельчарлагышлар, языкогладильщики, в смысле игры для языка. Вот несколько примеров. Скажи «түбе», «иртеге сені қызлар убе», «преннек», «аузыңа крем бит», «қойшы», «миңа ғына қорашы», «құймақ», «иреннәрің уймақ», «шуен», «кәкірейіп қалған муен», «ишек», «синің құлағың тишек», «трактор», «мин суғам, син қарап тұр». Есть и ответные фразореплики, сопровождающиеся действием. Например, фраза про трактор может сопровождаться легким ударом. Или говорят человеку: напиши или скажи двумя буквами слово «кошак», «ложка». Человек пишет «ко» и останавливается. В этот момент собеседник ударяет слегка по голове и кричит «шак». Получается, что он написал «кошак» двумя буквами. Ну, в зависимости от того, кто это делает, это смешно или может быть немного обидно. Когда язык уходит от нас семимильными шагами, такие фразы, конечно, постепенно забываются. А какие подобные выражения знаете вы?